Несмотря на юный возраст, эти ребята серьезно заинтересованы в сохранении окружающего мира. Они участвуют в различных акциях, субботниках, в общем везде. Множество озвученных ими идей воплощено в реальность. И этот по-хорошему похвальный напор начинающих экологов не остался без внимания. По инициативе молодежного правительства региона было принято решение создать молодежный общественный совет по вопросам экологии. Первое собрание – знакомство с руководителем Минприроды Ингушетии и распределение обязанностей между активистами. У нас много проектов и запланированных, и то, что делается, идей много. Нам ваша помощь будет очень полезной, и у вас, я думаю, еще больше будет идей. У каждого, наверное, есть свои интересы, кому-то ближе там надзорная деятельность. Да, выезжать, проверять там, по экологии. У нас один надзор тоже делится на очень много видов. Это экология, загрязнение окружающей среды, негативное воздействие. Это лесные ресурсы, по лесам то, что мы выявляем, незаконную рубку и так далее. Браконьеры, тоже по лесам работа проводится. Работа с людьми, с населением. Первые идеи не заставили себя ждать. Начинающие экологи всерьез намерены заняться ликвидацией свалок и упростить процесс самостоятельного вывоза мусора. Но, как оказалось, не все планы так легко реализуемы на практике, как представляется в теории. При тщательном изучении каждого предложения возникает много нюансов, о которых активисты просто не знали. Потому что есть указ президента, который говорит, нужно ликвидировать все свалки отходов в границах городов, выявленные на 1 января 2018 года, в границах городов. Чудом мы смогли туда включить Нестеровскую свалку, сельское поселение и городе. Но сейчас мы пробиваем возможность уже как объекты накопленного льда ликвидировать и остальные 13 сельских свалок. К какой-то договоренности мы уже пришли предварительно. Сейчас вот ведем вот работу подготовительную, то есть оформление земельных участков собственной администрации, сбор документов. Если все это прокатит нормально, мы все свалки сможем на нас проекты до 2024 года убрать. Активистам еще мало что известно о структуре Минприроды, его полномочиях, а также подведомственных учреждениях. Поэтому в первую очередь ребята должны ознакомиться с положением министерства и другими официальными документами. Следующий шаг – выбор направления, в котором каждый из общественников хочет работать. Будут у них назначены ответственные руководители, и уже в ежедневном режиме они будут работать с нашими сотрудниками. На рейды выезжать, на другие мероприятия выезжать. Таким образом мы их постараемся затянуть в нашу работу. Кроме всего этого, они все будут наделены статусом общественного экологического инспектора. То есть они будут иметь право проводить контрольные мероприятия на территории республики, фиксировать все правонарушения. В этом для нас тоже будет огромная помощь. И, соответственно, весь материал подавать в надзорные органы. Самые популярные направления среди ребят – это ликвидация свалок, очищение рек и берегоукрепительные работы. Мне интересно направление, связанное с выбросами неправильно положенном месте отходами, так как они сильнее всего влияют на наше с вами здоровье. И поэтому я выбрал это направление, потому что если вот пакет, возьмем, допустим, пакет, разлагается около 100-150 лет, и это тоже, да, даже наш посев влияет очень пагубно. Молодежный совет Минприроды, это с министром ваших, я мероприятие в мехкласс уже, мусорный свалкаж, воздух бегемелый уже, хамаз, адох должен. Бехлат уже, мусорный бакиш, хамаз, централизенти совать, я кезик сейдо жуара, вонокосту хам тандедос. Молодежный совет и хачмилуян же сагвы команду глазажи в республике цанмелю бахет же сагвы дал эндалит не знаю коч бол хабилер хадатхо бол хабибо. По итогам собрания было решено, что первым мероприятием, в котором общественники смогут проявить себя в новом статусе, станет рейд по ликвидации свалки в Назране в рамках реализации нацпроекта. Цели для ребят обозначены. Теперь важно правильно их достичь. А желание быть полезными у этой активной молодежи хоть отбавляй. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.